В селе Еланка Хангаласского района семья Анатолия и Саргыланы Ивановых уже год занимается разведением коров якутской породы. Министерство сельского хозяйства летом 2015 года выделило на реализацию их проекта 1,5 миллиона рублей, гарантировав компенсацию в размере 40% от стоимости гранта. На эти деньги Слепцовы построили коровник на 50 мест, небольшой жилой дом и закупили 20 голов крупного рогатого скота из Чурапчинского улуса. На сегодняшний день в их хозяйстве 20 коров, 6 телок и 1 бык-производитель. Предложили, просто сказали, может быть, якутский скот кто-нибудь в Улахана не возьмет. Они все сказали, нет, нет, не я, не я, не я. Я сказала, давайте мне. Я могу осеменять, я могу попробовать. Но это была моя мечта, все уже как-то вот в Еланке работать. Тут коров нету больше других, поэтому якутский скот очень хорошо развивался. В хозяйстве у фермеров Ивановых есть работники, семейная пара Терешкиных, которые присматривают за скотиной, вовремя давая корм и отправляя на водопой. Нам вообще не тяжело, очень хорошо. Я вообще раньше не работала на ферме, да, вот с коровами я так-то в детстве только общалась. А сейчас вот наоборот еще приехала, мне здоровье даже поправилось. У меня сахарный диабет был, у меня сахар снизился на 6 до 6. У меня было до 17 сахарный диабет. Вообще чувствую воздух свежий в Еланке. И здесь тоже, вот когда вот днем мы уже, вот сейчас вот сено дают, да? Вот все, сено дают, и они все разжевывают, все это сено такое сухое, сено разжевывает, и выходит такой аромат, запах. Ни говном, ничем не пахнет. Пахнет сеном, это фитотерапия, аж тут открывается у меня как бы еще второе дыхание, и как бы я лечусь. Сельские жители знают, что якутская порода коров, хоть и дает гораздо меньше литров молока, в отличие от холмогорских и австрийских, зато у якутской коровы самое питательное молоко с высоким процентом жирности. Якутские дети должны пить якутское молоко, якутское мясо, якутское, это тогда у них еще силы добавятся. Еще выносливее будут, как вот эти коровы. Проблем в хозяйстве хватает, и все упирается в финансы. Не хватает денег, чтобы установить станцию электроснабжения, сколотить забор на сенокосных угодьях. Тут должно быть другое КВТ должно стоять. Но это должны купить или что ли, я не... Туда иду к стене, сюда иду. Дорого было. Мне кажется, дорого, поэтому они не могут провести. И вот еще темнее будет, мы дизель включим, конечно. Работники сами спешат. Им-то тоже надо там зайти, печку затопить. У нас света нет уже, поэтому тут топят, там топят. Министерство сельского хозяйства из обещанных 40% возмещения из гранта вернуло только 25 тысяч рублей. Поэтому планы о строительстве второго коровника не сбылись. Но фермеры не отчаиваются и продолжают работать. Они у меня очень послушные, очень такие выносливые. У меня сено, вот как вы видите, не очень хорошее, но они в прошлом году также стояли. Нынче вообще сена мало. Мне кажется, они тоже живучие, как мы, как якуты. На таких людях, которые не серчают на судьбу, не опускают рук, не дождавшись поддержки и продолжающих работать при любых условиях, сегодня и держится сельское хозяйство республики. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.